Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Сегодня вашему вниманию будет представлен отчет уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия по итогам работы за 2024 год. Разрешите представить участников пресс-конференции, сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте Республики Абхазия. Мактина Утарьевна Джинджоли, уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия. Здравствуйте. Екатерина Лиховецкая, юрист аппарата уполномоченного. Добрый день. Николь Шамба, специалист защиты социальных прав ребенка при АУПР. Спасибо, здравствуйте. Назифа Ломия, юрист аппарата УПР. Здравствуйте. Я думаю, будет логичнее вначале предоставить слово уполномоченному по правам ребенка при президенте Республики Абхазия Мактине Джинджоли. Вам слово. Здравствуйте, уважаемая Белла, уважаемые представители СМИ Абхазии. Сегодня цель пресс-конференции подвести итоги работы и деятельности аппарата уполномоченного за 2024 год. Если обратиться к статистике деятельности аппарата, то за 2024 год к нам поступило наибольшее количество обращений. Количество обращений 104, из них письменных обращений 71 обращение и обращений устного характера в телефонном формате и через почту официальную к нам поступило 33 обращения. Как за отчетный период, так и за предыдущие годы мы, к сожалению, не можем сказать о том, что все 100% заявлений были решены, доведены до логического завершения. Это связано с присутствием в нашей республике проблем системного характера, над разрешением которых мы также совместно с сотрудниками работаем. Также мы всегда смотрим географию заявителей, в какой административно-территориальной единице проживает наш заявитель. И проанализировав заявителей, мы пришли к выводу, что наибольшее количество обращений от жителей города Сухум, а наименьшее количество обращений от жителей Галского района. Но если говорить о категориях нарушенных прав, то наибольшее количество нарушенных прав, они связаны, к сожалению, с фактами насилия. Из года в год эта статистика практически не меняется. На первом месте это нарушения, связанные с фактами насилия. Это различного рода насилие, психологическое, физическое, к сожалению, и сексуальное насилие. На втором месте у нас нарушение права любого ребенка жить и воспитываться в семье. На третьем месте это заявления, связанные с получением обеспечения от родителей. Это нарушение алиментных обязательств. На четвертом месте у нас нарушение прав детей на получение образования. На пятом месте у нас заявления, связанные с отсутствием у несовершеннолетних документов, удостоверяющих личность. Вот на это нарушение, которое мною было названо последним, его количество должно быть больше, на мой взгляд, но такого рода обращения в основном носят латентный характер в связи с различными национальными особенностями и прочими, которые у нас значит, имеются. Вот такие цифры. Также ежегодно мы выбираем приоритетные направления, над которыми мы работаем, в том числе за отчетный период также нами были выбраны приоритетные направления. Это, конечно же, нарушение различных пробелов в законодательстве, именно в сфере детства. Мы работаем и сейчас, и в отчетном периоде над созданием условий для развития альтернативных форм устройства ребенка. Также детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, жизненных обстоятельствах. Также очень большую работу проводим мы просветительскую с детьми и молодежью, особенно в школах Абхазии. Мы очень часто встречаемся, различные классные уроки, классные часы проводим. Также мы проводим работу, направленную на улучшение международного сотрудничества,
особенно с уполномоченными Российской Федерации и в Республике Южная Осетия. У нас есть меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с уполномоченным при президенте Российской Федерации, с уполномоченной при президенте Республики Южная Осетия. В рамках этих приоритетных направлений мы работали в отчетном периоде. Подробнее могут рассказать сотрудники или, может быть, у вас будут вопросы. Да, вот коллеги, пожалуйста, вопросы. Максина Шариф нас ей вебшим арзахалку рыштует ауапсыра статистика из шазат гылит нас район Кур'ан биажгит и харак рхабхазара хира цуарзахалку аква акалаке джоб хазгашдит и харак из шидцалу ярбан зцару яхапа хучка рукумчира агана хало мамамзарге ашхоква хатарашик зургуло шохква рымамзараума азараку и вебшим аха и харак ргуицхо ярбану наски ирласна цхрара ашцар балшара шимома. Итабуп идузана дара зара бзиоп яхарадзе куджизинхчара язго аппарат яцалует ахуджикумчра гана хала зара квадарадзе рачоп наски атаачара зара кваяхап атаача анейлыцва ирыцбоит ахуджи аналч дынхом амзарги абыч дынходара атаача шала кахи янзымнейлек нас инеywet хара аппарата ашха убригана хала усура халагоит яхарадзек и маншаланы хацбоит наски хучи на сей вебшима документка нимам опатула ойре язгу хагерт документка убурт хучи ямтаны йоурцыз усураги хацбоит и вебшима зара копаха сызлачавяз яхарадзек насырхабхазара рачобн ирласна ацбара анхалшу тател хасны мацаре на хацбу копаха игоб мызла шуксла ацбара анхалам шо избана гузари вебшим систем проблема ко нылхоб яра закон язгу хоб игоб ата чара нас традиция хасабла ацбара яналога хавы харахусурач янхахо гигоб янах пархага хагигоб и вебшим атглазашако халоит бриза стара кукубера абырг цархейла крышха гяханео бри таачара зара корыцбара агана хала цхарара анхарто игоб бриза зара кхац хразги обрезы ей вебшим механизм кхя хархоит игоб нас зара коера азакван ханбани шахоб мацара ладзбарал шадзум брезы айчажора гахцоит яра таачара абигана хоман гана хёма яхабат шерхейла гана хялома и вебшима механизм каухия на урхо азар ацбараги яхайлас хойт. Герташук скурчырпшня хозер яхар хабхазара мачхо басипшиқо фактко яхабнаса ходикум чрома таачара джейлабам карома яцлу якхо яхозер. Рхабхазара яцлет извана гзеринизики випшибат яшукс хахуп швазар яра яхарадзак ирацны шухка хашка ярыштит и зеж шухкарыла яхау бегерт ашукска рхабхазара астобрезы яцлет схарц алшует уи яра мзыз яму аппарат шкёб скуяна гует абри аппарата аусура амчха яха шукцхадзе хацна цаугзарге ует мамзарге яра азины лагар хабхадзара ассистент проблема ко ахико яхидзбам яхёзара ует амзыз парачоп убрезы дарадзе итцатуп абрезараква уягана хелаге ус хветаха акы алхны харама кяны скёп и вебшим факторква ирхёйт хаскуяна гует.
табу. Мактина, расскажите, пожалуйста, о судьбе кризисного центра. Мы знаем, что некоторое время назад возникли сложности с помещением, но вот сейчас, в данный момент, правительство оказало поддержку, да, до сентября. А какова его судьба в дальнейшем? И вообще, как вы оцениваете, да, существование подобного центра в Абхазии? Спасибо. Ну, мы всей командой с первого дня работы аппарата работаем над тем, чтобы альтернативные формы устройства детей в сложных жизненных ситуациях, они стали реализовываться и заработали в Абхазии, так как изначально мы столкнулись с разными случаями, когда необходимо было изъять ребенка из семьи в целях его безопасности, для его жизни и здоровья, а некуда было его помещать. Не было патронатных семей, не было кризисных центров, и доходила ситуация до того, что сотрудники органа опеки, либо сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, та же всеми известная Гамма Гопи, забирали домой к себе для того, чтобы ребенка не оставлять в опасности и на улице. Необходимость такого центра, она не поддается сомнению. С первых дней мы совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики при поддержке Кабинета министров была создана рабочая группа, и в рамках рабочей группы юрист наш работал над созданием, я и все члены рабочей группы, над созданием нормативно-правовой базы. Нормативно-правовая база была создана, однако как государственный кризисный центр этот проект не был реализован. Однако есть хорошая новость, про которую все, я думаю, многие уже знают, о том, что на базе благотворительной общественной организации «Панорама» кризисный центр был открыт в апреле прошлого года, и тот факт о том, что порядка 30 детей, уже более 30 детей побывало в этом кризисном центре, и дети находятся по сей день, говорит о том, что наличие такого центра, оно необходимо. Если говорить о поддержке, с первого дня была частичная поддержка государства, но как проект общественной организации. Но юридически государственный кризисный центр пока не создан, и, соответственно, для того, чтобы содержание этого центра осуществлялось полностью из государственного бюджета республиканского, сначала должна быть юридическая основа, то есть государственный кризисный центр должен быть создан юридически. По поводу дальнейшей поддержки в течение этого лета будет поддержка частичная, а в дальнейшей судьбе пока идут переговоры, процесс переговоров, но уверена, что дети не будут оставлены на произвол судьбы. Да, конечно. Есть ли в Абхазии сироты вообще, есть ли какая-то статистика? И что касается несовершеннолетних, есть ли такие, которые отбывают, да, в местах лишения свободы? Если да, то каковы условия содержания? Вообще мы знаем, что были раньше случаи, когда они содержались вместе со взрослыми. Вообще обсуждается ли вопрос создания отдельного, может быть, не знаю, центра, где они бы отбывали срок? Спасибо. Спасибо большое. Сироты в Абхазии, конечно, есть, но чаще всего рассматривается вариант расширенной семьи, их размещение. Обычно опеку оформляют у нас члены семьи, родственники, тети, дяди, двоюродные братья, двоюродные дяди, и очень редко они остаются без опеки и попечения. По поводу несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за нашу практику было порядка 10 случаев, и с каждым из подростков я встречалась лично и смотрела условия содержания. Условия содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего. У нас нет отдельных помещений для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Также был один случай, когда по показаниям психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетнего нужно было поместить в психиатрическую больницу.
границу, где он должен был отбывать наказание. И тут была подсвечена еще одна системная проблема – это отсутствие детского психиатрического отделения в Республиканской психиатрической больнице. Но вопрос нужно было решать, и вот при поддержке министра здравоохранения были созданы специальные условия индивидуально для одного несовершеннолетнего, который на сегодняшний день там отбывает, находится, да, принудительно проходит лечение. По поводу создания условий в изоляторах временного содержания, в местах содержания несовершеннолетних было проведено ряд встреч, но на сегодняшний день нет, есть понимание этой проблемы, но нет готового решения, к сожалению. Вопрос Вот это- открытый, Да, получается, вопрос да. открытый. Вот по поводу проблем более подробно могла бы продолжить, да, юрист аппарата. Это, если нужно, дополнить. Вот как раз Да. хотел бы предоставить слово. В рамках отчетного периода приоритетные направления, связанные с законодательными и просветительскими инициативами, курировались юристом аппарата Екатериной Лиховецкой. Вот хотелось бы, чтобы вы более детально Спасибо, сказали. спасибо за предоставленное слово. Да, действительно, в отчетном периоде в 2024 году мы выбрали данное направление для анализа действующего законодательства в сфере детства, и нами были выявлены, так скажем, заглавные проблемы и пробелы в действующем законодательстве Республики Абхазия. Первое – это отсутствие закона Республики Абхазия об органе опеки и попечительства как ключевого органа в сфере детства. Это отсутствие закона об образовании, это несовершенство уголовно-исполнительного законодательства, вот в продолжение вашего вопроса. Также это отсутствие у нас закона о защите от семейно-бытового насилия. Также хотелось бы отметить, что в принципе семейно-гражданское законодательство Республики Абхазия, оно нуждается в обновлении в соответствии с нынешним временем. Но если перейти к раскрытию конкретных направлений, то мы делали большой акцент в 2024 году на реформирование структуры органа опеки и попечительства. Нами было направлено достаточно обширное исходящее обращение на имя экс-премьер-министра Республики Абхазия с указанием всех имеющихся проблем в работе опеки и попечительства и инициированием совместной работы с Кабинетом министров для устранения подобных проблем. Данное исходящее обращение было рассмотрено, в результате чего были проведены соответствующие рабочие встречи. Было принято решение совместно с другими участниками о начале работы, во-первых, рабочей группы, в рамках которой, соответственно, создавались бы два законопроекта. Первое – это законопроект о внесении изменений или дополнений в действующее семейное законодательство. И второе – это законопроект об органе опеки и попечительства. Данная работа у нас при правительстве Республики Абхазия является активной в настоящее время. Что касается, я сказала о том, что у нас отсутствует закон об образовании. Да, к сожалению, в настоящее время он не принят, но мы пришли к выводу, вернее, мы перешли к анализу наших заявлений, и действительно очень много детей нарушают, их право на образование нарушается ввиду того, что у них есть определенные ограниченные возможности их здоровья. И мы приняли такое решение, что необходимо создать хотя бы подзаконную основу данного права. И в начале 2024 года нами была проведена встреча с Министерством просвещения с инициированием начала работы над положением об организации инклюзивного образования в образовательных учреждениях Республики Абхазия. Данное направление было Министерством просвещения поддержано. И в течение всего отчетного периода мы проводили множество встреч с руководством Министерства просвещения, с юридическим отделом для того, чтобы создать, да, согласованный проект данного подзаконного акта. И в настоящее время он находится на рассмотрении в юридическом отделе Министерства просвещения. Данная
данная работа также является активной. Что касается, вот, возвращаясь к вашему вопросу относительно уголовно-исполнительного законодательства, да, эта проблема есть действительно, и неоднократно она была освещена в публичном пространстве. У нас отсутствует пенитенциарная система отправления наказания. Если, допустим, какой-то несовершеннолетний совершил какой-либо проступок, то, получается, он вынужден отбывать срок своего наказания вместе с взрослыми правонарушителями. Да, конечно, сейчас есть определенный принцип гуманности, что детей помещают по признаку их пола, вероисповедания и так далее, национального, конечно же. Но это также, понятное дело, не является достаточным. И мы, вот, как и было ранее сказано уполномоченным, мы считаем, что необходимо начинать работу над созданием пенитенциарной системы отбывания наказания именно для несовершеннолетних. А это влечет за собой изменение уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия. Вот если очень вкратце, то вот такие вот. Спасибо. такой Может, ответ. вопросы, коллеги, кто-то хочет задать? Нет. Поддержка функционирования альтернативных форм устройства детей в трудной жизненной ситуации, а именно кризисного центра и программы патронатного воспитания, является немаловажным приоритетным направлением работы аппарата. Слово предоставляется специалисту защиты социальных прав ребенка Николь Шамба, которая вот расскажет более подробно об этом. Пожалуйста. Благодарю за предоставленное слово. Хотелось бы отметить, что, как ранее было подмечено уполномоченной по правам ребенка, работа с альтернативными формами устройства детей является нашим приоритетным направлением с 2022 года. Нами было выбрано два ключевых направления. Это первое направление — это патронатное воспитание. Хотелось бы немного подробнее рассказать о нем. Патронатное воспитание реализуется при поддержке при Министерстве социального обеспечения, то есть при службе социальной поддержки детей и семей. Для разработки законодательной базы данного проекта были привлечены юрист аппарата, который провел активную работу в данном направлении, а также Сухумский офис детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Хотелось бы отметить, что за время реализации данного проекта и его разработки патронатные воспитатели, то есть это люди, которые нанимаются на условии договора, которые будут в будущем смотреть за детьми, попавшие к ним, проходили необходимое обучение, так как для того, чтобы работать с детьми, оказавшимися в социально опасном положении, должны быть определенные знания. То есть мы не можем отрицать, что это будет нелегко, поэтому людям необходимо было пройти специальное обучение. Данное обучение ими было пройдено. На данный момент у нас есть 3 семьи, которые работают в этом направлении. И также хотелось бы отметить, что за это время через проект «Патронатные семьи» прошло 3 детей. То есть это 3 детей, оказавшиеся в социально опасном положении, которые своевременно были размещены в данные семьи и смогли как бы временно улучшить свое жизненное состояние. Хотелось бы также отметить вопрос про кризисный центр временного пребывания детей. Это также было одним из основных направлений деятельности уполномоченного по правам ребенка. Сама суть кризисного центра заключалась в создании домашней атмосферы для детей, так как дети, попадающие в кризисный центр, это дети, у которых временно возникли проблемы либо с опекунами, либо им временно некуда было разместиться. За время работы нынешнего кризисного центра, который также отметил ранее уполномоченный, в нынешнем кризисном центре побывало более 30 детей. За время работы кризисного центра дети получали также психологическую поддержку и просто шанс на спокойное детство. Данный кризисный центр рассчитан на то, чтобы давать органам время для
решения вопроса, да, то есть дети туда попадают из-за сложностей в семье. Для того, чтобы разрешить эти сложности, необходимо время для органов, которые, допустим, это, например, документы, да. Если у детей отсутствуют документы, то необходимо там время для организации, или, допустим, один из родителей или основной опекун попадает в больницу. То есть, если за детьми некому присмотреть, то к этому уже подключается кризисный центр, и это также было одним из основных направлений нашей деятельности. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, коллеги, есть? Ну, насколько нам известно, бессрочным приоритетным направлением аппарата является работа с обращениями граждан. Хотелось бы услышать мнение юриста аппарата уполномоченного по правам ребенка Назифы Ломи. Расскажите. Спасибо за предоставленное слово. Работа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия — это защита, важный аспект защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Именно обращения являются маркерами, указывающими на соответствующую проблему. Необходимо подчеркнуть, что Республика Абхазия, как и многие другие страны, сталкивается с проблемой насилия в отношении несовершеннолетних. Это явление представляет собой серьезную угрозу для устойчивого развития общества, подрывая основы института семьи и фундаментальные права ребенка. К основным формам насилия, выявленным за отчетный период, можно отнести это физическое насилие, психологическое насилие, посягательство на половую неприкосновенность, а также пренебрежение нуждами. Хотела бы привести пример из практики аппарата уполномоченного по правам ребенка за отчетный период. В аппарат по правам ребенка поступило устное заявление от правоохранительных органов о том, что у несовершеннолетнем, у которого биологическая мама умерла, а биологический отец систематически совершал противоправные действия в отношении своего сына, предусмотренные статьей 127 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Эти обстоятельства предполагали невозможность дальнейшего проживания отца и сына. И в ходе выяснения обстоятельств нам удалось выяснить, что у несовершеннолетнего была биологическая бабушка, которая готова была оформить опекунство над своим внуком. И уполномоченный по правам ребенка работал над оформлением, оказывал содействие над оформлением опекунства на бабушку. И несмотря на то, что вина отца была доказана, было оформлено опекунство на бабушку, и несовершеннолетний был вывезен с бабушкой за пределы Республики Абхазия, и несовершеннолетний находится в безопасности. К сожалению, устранение насилия требует комплексного подхода, который включающий как меры пострадавших, так и меры профилактики и реформирования общества. Для нашей республики необходимо осознать проблему данного направления, несмотря на существующие традиции. Исходя из чего мы рекомендуем на законодательном уровне принятие Закона Республики Абхазия о домашнем насилии, создание государственных кризисных центров для пострадавших, где предоставляются временное жилье и оказывая правовую, медицинскую, психологическую помощь. Вопросы, коллеги? Ну, в этом году есть много поступает обращений или как? Вот мы все про прошлый год говорим, да. а в этом году как ситуация? Да, мы просто Это отчет за 2024 год. 2024 год, но в этом году очень активно тоже обращаются граждане, более 40 обращений, с которыми мы работаем. Также в этом году у нас с января заработала консультационно-справочная служба. То есть если набрать короткий номер 3535, можно сразу обратиться к специалисту аппарата уполномоченного и решить вопрос с несовершеннолетним, либо ситуацию, которая произошла в семье. А если говорить о справочной консультационной службе, то за 6 месяцев 37 обращений было. В основном они касались различных разрешения алиментных обязательств, когда нарушают
родителей, один из родителей. Также различные семейные вопросы оформления документации ребенка, нарушение права ребенка на образование. Ну, в основном вот эти три категории мы выбрали, если говорить о именно справочной службе. Если говорить об общем количестве обращений, выделить категорию, также в этом году превалирует обращения касаемо семейно-бытовых споров, а также обращения, связанные со случаями насилия физического, психологического, также неисполнение родителями обязательств в отношении своих детей. В основном из года в год категории обращения не меняются, но количество обращений увеличивается. Вот в этом году пока вот более 40 обращений общих и 37 обращений в справочно-консультационную службу. Чем вы объясните обращение? И именно вы отметили, что в Сухуми больше. И Сухуми больше, чем из других Я районов. думаю, что это связано и с плотностью населения, и с удобством географическим. Возможно, из Галского района, из Гагарского сложнее. Они обращаются в основном в местные службы, в органы опеки, в милицию, в прокуратуру. А географически удобнее жителям города Сухум обратиться и к уполномоченной. Но не все знают, что можно ко мне обратиться и в телефонном формате, и на почту отправить заявление, хотя мы просветительскую работу ведем, информируем о возможностях, но чаще всего люди думают, что именно личный прием обязателен и лично необходимо донести документ. Ну, надо, значит, больше, значит, в этом направлении работать, информировать о способах обращения, о том, что мы думаем, о том, чтобы создавать удобство заявителям, чтобы каждый запрос он был услышан и не обязательно физически доходить до офиса. Я думаю, что, безусловно, вопросов и проблем вашей деятельности много, но не могу не спросить, не задать вопрос, ведется ли статистика по количеству разводов в нашей стране, где дети растут в неполных семьях, и какова разница в цифрах между прошлым периодом и нынешним? Существует ли динамика в положительную сторону? К сожалению, количество разводов в последнее время растет. Мы, когда готовили отчет уполномоченного за 2024 год, запрашивали информацию и в госстатистике, и в органах ЗАГСа, и получили цифры, которые нас очень удивили. Я даже выписала их вот за 2023 год и за 2024. Вот в 2023 году количество браков составило 634, а количество разводов 514. То есть цифры практически приравниваются. За 2024 год ситуация немного улучшилась. Количество браков 684, количество разводов 310. Ну, практически половина из общего количества составляют разводы. И очень многие задаются вопросом, с чем связано такое количество расторжения браков. Ну, в общем, в мире плюс-минус причины разводов одинаковые, но, конечно, в каждой республике есть свои экономические, социальные, традиционные особенности. Я думаю, что это различные вопросы социально-экономического характера, когда возникают бытовые вопросы, когда безработица, недостаточная заработная плата, отсутствие достаточной господдержки, особенно когда появляются дети многодетным семьям, нет материнского капитала, уровень пособий оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Различные культурные факторы также влияют на эту статистику, когда влияние культур других в мире, мы все взаимодействуем, все меняется, соответственно, и семейные ценности у нас начинают меняться.
Думаю, что в этом направлении на государственном уровне необходимо проводить серьезную аналитику, серьезную работу и необходима реализация социальных проектов, социальных пакетов по поддержке молодых семей, семей, многодетных семей. Нужно поощрять рождаемость в нашей республике, так как от этого зависит будущее нашей республики, да, будущее демографии, вообще вопрос национальной безопасности, можно сказать. Это зависит от того, насколько мы будем поддерживать наши семьи, семейные ценности. В этом направлении необходимо проводить серьезную работу всем нам, особенно людям, которые работают в таких сферах, связанных с семьями, с благополучием семей, детей и с будущими поколениями. Спасибо вам, участникам нашей пресс-конференции. Спасибо вам, коллеги, за то, что приняли приглашение. Благодарю вас. До свидания.